Ребята, доброе утро. Раннее утро, таежный поселок, тишина. Сегодня выезд на рыбалку, ребят. Как вы поняли, жду Васильевича. В предыдущем ролике я вам сказал, что жду Серегу. Сегодня едем на Таежное озеро. И задача у нас сегодня прям такая интересная. Ну, в регионах ловят, а вот я лично как будто бы не пробовал. Вот сегодня хотим щуку попробовать поймать на ратлин, вип, на балансир и так далее. Озеро с характером, сколько раз пробовал, ну вообще никак она не хочет брать такую приманку, а вот живца она с охоткой кушает. Оставил жерлицы в ночь, так что будем пробираться. Почему пробираться? Потому что, ребят, смотрите, какая погода. Навалило снега, идет такой мокрый снег и +2, ребята. До декабря, для Республики Коми это, конечно, погода страшная. Буранку топтанул, но, наверное, ее засыпало. Сегодня будет тяжело, собака будет греться, потому что будет караван, 2 саней плюс модуль, палатки, печки. Ну и посмотрим, друзья, посмотрим. В общем, приехал в деревню с утра пораньше, жду Васильевича. Васильевич уже в пути с города Сыктывкара, значит, где-то уже должен подъезжать. А я пока готовлю технику, заправляюсь, гружу вещи. В общем, как-то оно так, друзья. Еще раз говорю, жерлицы стоят в ночь, есть на что посмотреть уже будет с утра. Ну и как-то так, друзья. Такая рыбалочка у нас. Ну, с Васильевичем опять же проведем вместе время. Сейчас у нас рыбалки стали частые, парень душевный. И уже как бы сейчас вот как раз на связи Васильевич. Все, ребята, начинаем. Подогнал караван к подъезду, так скажем. В общем, Васильевич будет сидеть вот здесь на стуле. Кстати, стул не особо удобный, друзья. Есть вариант срезать вот так и заварить, потому что слишком высоко. Ну, человек может слететь просто отсюда. Везде отбойнички стоят. Бам, бам от снега. Ну, это сейчас перекидаем. В общем, полный модуль. Вот и Васильевич едет. Все красота, ребят, все вовремя. Я карету подогнал, Васильевич подъехал. Все отлично.
Так, братцы, ну что, мы готовы. Караван у нас собран. Блин, вообще, ну как обычно, что-то вроде как будто уже так, все уже знаешь, что нужно, не нужно. Ну вот, на всякий случай берешь и запасное что-то. Полный кофр, модуль загрузил. Конкретно сани для вещей. Кстати, вот по поводу гермомешков, ребят. В нашу погоду они как раз вот, что ни на есть, актуальны. Спальники, гаджеты, все будет сухое. Колесницу у Васильевича, ну как-то так придется ему маяться. Серега, если что, кричи. Бывало хуже. Да. Как говорится, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Точнее, наоборот. Да. Ладно, братцы, что, стартуем. 7 утра. Дорога будет тяжелая. Будем греться. Ну, с остановочками. Потихоньку. Надеюсь, 600 не подведет. Все, вперед с песней. Ноги, мне кажется, пошире надо сюда, нет? Нормально? Так, держаться за это, да? Ну как-то так, да, ноги, чтобы у тебя вальяжно было. Да не, нормально. Если что, где-то ногу это скидывай. Да, вот так. Ну, я буду это, так все буду. такие места аккуратно проходить. А? Ну. Если что, свести. Окей. Давай. Ладно, ребят, погнали по тихой грусти. Тяжело будет, но как-нибудь. Ну что, на озере уже вот расцветать начало. Добрались. Дорога такая, да. Ну потихоньку нормально справился. Вообще даже подъем поднялись без проблем. В общем, у нас сегодня, ребят, я вам говорю, уже расклад такой, что задача прям попробовать на Ратлин VIP балансир поймать удар вот этот. Потому что у нас никто не рыбачит. Я здесь пробовал 1000 раз, у меня не получалось. Задача, ребят, сегодня такова. Желицы у меня стоят. Сейчас быстренько съезжу, получается, проверюсь, посмотрю. Васильевич будет расставляться вот здесь.
10 штук, да, Серый взял? Да. 10 желез всего лишь, и вокруг них будет искать щуку. Но я потом с утра, сейчас проверюсь и приеду к Сереге, буду разбуривать вот ту полосу. Чисто вот будем пробовать. Сегодня он как-то так. С лагерем, скорее всего, мы, наверное, решили прямо здесь. Здесь у нас и сушины есть, с дровишками проблем не будет. И самое главное, что здесь не бурено и здесь нет воды. Накатаем техникой площадку, выставимся, четко будет. Ладно, братцы, все, красота. Так, друзья, ну что, я добрался до точки. Вчера мы с Ларисой Юрьевной здесь были, отдыхали, готовили шашлычок. Смотрите, друзья, сколько снега, сколько воды давануло. Просто точку затопило. В Оконцове этот берег вообще тишина, который стрелял. В общем, все тонаровские железы сработали. Середочка, тут край, и там сразу две подряд, но там рядышком стоят, возможно, как бы одна на вторую зашла, и как бы бывает такое, что щука разматывает и достает до второй. Очень близко я поставил, но я старался поставить берег. Вчера здесь сработка была, щучку поймали, там сработка была, щучку поймали, и получается там где-то. Ну что, давайте посмотрим. Погода, конечно, ребят, смотрите, какая дрянская. Снег сырой с дождем. +2. Василича я оставил. Будет разбуривать сейчас точку. Будет брать пупок. Не знаю, сразу посмотрим. Проехал, столько воды давануло, блин. Так, что нам нужно? По-любому шумовочка нужна. Здесь, в принципе, все. Саночки. Саночки. Ага, так, нужен еще нам полотенышко. Зевник. Это 100%. Все есть. Все сухое. Высушил все. Так что попробуем, ребят, с 4 сработок какую-то рыбу забрать. Так, ну что, буду каждую проверять, ребята. Все работает. Все четко. Плотва в хорошем состоянии. Оставляем. Отлично. Ну, короче, придется каждую, ребят, тряхануть, приготовить жалиться к рыбалке. Перебуриваться пока, наверное, не буду. Сейчас посмотрим, что у нас вообще получилось. Может, какие-то смещу в центр. Центр, потому что рабочий, смотрю, вот тут сработка есть. Можно добавить даже. Да, воды, конечно, жестко. Так, ну тут у нас недалеко желица с рабочей сработала, которая полная вымотка. Давайте взглянем. Полная вымотка, и я так понимаю, что просто вымотала и выплюнула. Крупная сорока здесь стояла. Вот такая. Щука держала, вымотала и выплюнула. Так, ну что, уже -1. Заряжаю. Так. Сегодня у меня есть, ребята, и карасики, и плотвичка, и пескарики. Всяко разно. Вон сюда карасика зарядим.
О, какой бодрец. Да, хорошо, что, конечно, лунки. Сейчас ничего не надо делать. Не чистить, ничего. Все классно. О, друзья, полная вымотка. Что-то флажок прям в ту сторону. Так, а здесь щучка вроде есть, ребятки. Ага. Щучка есть. Что, пробуем? Я скажу, такая пойдет. Друзья, щучка-то. О. Ух ты. Ребята, короче, багор нужен, походу. Опа. Двушка, ребятки. Огонь. Ну чё? Вполне неплохо, братцы. Двушечка. Вот такая малышка. Ну, слушайте, не зря в ночь. Вот она, ребят. Двушка. Красота. Четенько. Отлично. Не зря хотя бы в ночь оставил. Уже радует. Так. Ну, придется успокоитель сделать. Потому что без вариантов. Инструмент. Но двушка точно есть. Можно завесить. Кстати, многие пишут: да нету там, Андрюха, килограмма, там нету полторашки, там 600-800 грамм. Ну вот сегодня завешу специально. Блин, захавала прямо от души. Так, смотрите, уже переварила. Плотва была. Красота. Опа. Таежная щучка. Идем дальше, ребята. Ага, здесь перехлест у нас. Перехлест. Щука мотала, но перехлестнула. И, соответственно, на этом и стоп. Так, а что тут у нас? А у нас тут, ребят, так у нас тут трофей. Ребята, здесь трофей. 100% трофей. Ё-моё. Охренеть. Вот эта ночка. Ночью ходят добрые щуки. Ночью ходят добрые щуки. Это меня радует. Опа. Опа, трёха, ребята. Да ну нафиг, в одном пятаке две такие малышки ходили. Вот это, Андрей Викторович, ты не зря вчера съездил шашлычка покушать. Даже вымотать не смогла. Перехлест. Ну по трёху, братцы. Щука аж устала за ночь. Вон она, ребят, какая, смотрите.
Ну, по трешку, да. Ну, трешки, наверное, нету. 2,5. Стабильно. Ну, сейчас завесим, специально подойдем. Ай, красота. Блин. Желтая торпеда, блин. Охрененно. Блин, да уже нормально, ребята. Уже в кайф. Вон она, уставшая. Круто, просто круто. Я вообще доволен. Блин, не зря вчера съездил, побалдел, еще и жалицы выставил, уже нормально. Ночью, видать, выходила. А я все думал, все, щуки здесь нету, мелочь осталась. Да хрен там, ребята. Все нормально, все работает. Знаю, пишут, что Андрюха, не делай так. Ребят, ну, если вы щуку не отцепляли, смотрите, аж зевник не разгибает пасть, так сжала, то вам не понять просто. Вот такой зуб попадет на палец, считайте, все. Блин, у него еще пасть такая здоровая, что до двойника я добраться не могу. Так, как-то тут надо вот так. О, в аккурат. Отлично получилось. Так, давай-ка сюда, милый друг мой. О! Ну, трешка, ребят, наверное, да. Это, наверное, скорее всего, самая крупная сезона будет сейчас у нас. Я что-то бам, думал, трава затянула. А потом чувствую, нет, прет топором, просто идет. Не охрененно ли, а? Охрененно. В декабре месяце вот так вот хапануть. Вода просто, ребята, прет с лунок. Смотрите, что делает. Аж вымывает. Флажки все в воде. Приходится делать вот такую штуку. Потому что... А самое плохое, когда вот такую отель попадаешь, а бывает ночью мороз, хотя бы градусов 5-6, жалится просто скованы в воде. Так, ребят, что у нас? Вот это еще одна сработка. 4-я, полная вымотка. Вообще радует. Вообще радует. Опа, есть. Есть, ребята. Но не крупная. Вот такая щучка. Не крупная щурогайка. Кстати, на пескаря, ребята, смотрите. Пескарек. Заглотила, зараза. Пескарек. Короче, надо операцию делать, друзья. На пескарька хапнула. Ну что, нормально. 4 сработки, 3 щуки и 2 хорошие, 2 бонусные. Ну, такие нормальные, зачетные. Я вообще рад. Отлично отстрелялся. Так что все нормально. Сейчас от края еще прохожу. Живец живой, ребят, все нормально. Так что, если какие-то сработки, то
Живец отличный. В общем, там подряд сразу две. Интересно так. Две хорошие щуки в одном месте. И больше сработок-то особо и не было. По вчерашнему дню тоже понимаю, что вот здесь мелкая щука стрельнула. А тут вот возле берега. Не зря поставил. Классно. Отлично. Здесь, ребята, у нас, смотрите, плотвичка. Вон какая маленькая. Еще плотва была. Хапанула. Ну, не повезло тебе, мать, заглотила. Ну что, ребята, все, проверил все жерлицы, прошел. Нормально, живец, в принципе, нормально. Просто единственное, то, что жерлицы утонули. Аж даже флажок в воде. Короче, аж с лунки моет. Снега очень много, давит снег. Лед проваливается, продавливается. И вода выходит, короче. Так что вот как-то, ну вот оттепели они так всегда делают. В принципе. Кстати, многие думают, вот как лед замерзает потом. Вот эта сверху вода, которая, она промерзнет вместе со снегом. И уже будет лед не 30 сантиметров, а 60. Вот это все, что сейчас тут есть, она просто даванет. И здесь уже лед будет очень большой. А морозы у нас, в принципе, что? Сегодня оттепель, завтра 0, ночью уже будет минус 6, а потом уже будет минус 16. Вот тебе, пожалуйста. Вот такие пироги, ребятки. Ну, здесь, ребят, двуха. Явно двуха. Ну, это понятно. Чупакабра такую даже. Ну, вот здесь в районе трехи. Красота. Великолепно. Отстрелялись. Все сырое, блин. Жесть. Все сразу чистить. Все-таки морозик хорошо, когда бам-бам. Все примерзло. Щучка промерзла. Такая погода, конечно, не радует. Сами все сырые. Ну да ладно. Ладно, что? Сегодня мы приехали конкретно попробовать половить на ратлиной вибе. Балансиры. Сейчас я пока здесь у нас утро. Постою здесь часик. Пока Василич расставляется, десятку. Попробуем немножко поиграть, постоять. Что да как. Так, друзья, на эту рыбалку я приготовил удильник. Такой рыбалкой никогда не занимался. В общем, смотрите, друзья. Вот такая палочка. Это еще в прошлом году я брал от Хьюгаши. Она новая. Катушечка тоже, друзья, от Хьюгаши. Ну, намотал флюр 0,2. Вольфрамовый поводочек. Вот так вот. И самое интересное, ребят, что здесь есть фрикцион. Его можно затягивать, он потуже. Соответственно, а мотается просто. Есть такой флажочек здесь. Раз. Без проблем. Туда, назад. Поставили. Все. Раз. Все. Стоит фрикцион. То бишь можно подсечь и не бояться, что оторвешь. Как бы все у нас четко. Вот такая палочка. Здесь еще был кивок вот такой. Ну, кивок ни к чему. Я его просто отрезал. Оставил. Как бы жесткая палка. Чтобы можно было просечь щуку. Раз. И уже выматывать катушкой. Соответственно, если будет она сильно упираться, то не боясь, что у нас оторвет леску, так как стоит фрикцион. Вот как-то ратлиным вибом, ребята, у меня ничего нету. Чисто где-то что-то валялось, когда-то, помню, было дело. Так, что тут у меня? Здесь у меня какие-то блесна. Даже этот оторвался. Есть
Блесенка как раз щучья. Где-то у меня это чисто по окуню. Небольшие балансиры, блесенки. Это тоже не пойдет. Так, коробка. Вот, кстати, у меня ратлинг был. Коробочка от него вроде. Да. Вот у меня один-единственный остался. И то, вон, смотрю, без тройника. Куда-то тройник снимал. Вот такой ратлинг есть. Это у нас 70-ка, 16 грамм. Короче, Серега так-то взял вибы. Ну, сейчас до него-то не поеду. Сейчас что-нибудь смастерим. Что-нибудь смастерим. Так. Тут что у меня есть? Тут леска зимняя. Тут у меня кивки. Да, всякие разные. Здесь еще у меня... Вот у меня здесь пару балансиров еще есть здоровых. Вот такой балансир. Здоровенный прям. Не знаю вообще какой фирмы. Я говорю, ребят, я особо не готовился. Думал, Сереге возьму пару вибов. Вот такой балансирчик щучий. Так, тут все кивки, да? Здесь тройнички. Как раз тройник нужен. Ну да, в принципе, больше-то ничего нету. Чисто еще вот блесенка есть. Тут что у меня тоже кивки, нож. Всякое барахло. Да, мусорные пакеты. В общем, ребятки, просто сейчас вокруг желез буду буриться. Стоять на точке, смотреть поклевки. Так как утро, все только начинается. И пробовать. Рыбалка для меня новая. 16 грамм ратлин. Все, нашли дно. Такая прикольная игра на ратлин. Рык. По удочке. В общем, если поклевка, подсекаем, и у нас фрикцион работает. Никогда, кстати, ребят, щуку не ловил на такую снасть. Ну, было у меня щучки 3-4 за свою карьеру, так скажем, рыболовную. Ловил на балансир. Ну, там щука была вот с размером с удильник. А тут охота татац. Прям почувствовать. Отдай удочку, так скажем. Ну, пока смещаюсь, вот так вдоль берега иду. Опять же, здесь щука выходит по выходам. Соответственно, жерлицы молчат, значит, щука стоит пока. Вот именно надо пробовать, когда идет выход. Я сейчас здесь попробую. Лунки 2-3. Там пройду еще берег. И поеду туда, на пупок. Там есть одно местечко. Там, кстати, окунь может бомбахнуть. Ну и щука. Правда мелко, но в количестве. Так хотя бы тренировочку сделать. Просто на. Вот этого охота, друзья. Ветерок, точнее снег угомонился хоть немножко. Но я уже весь сырой, блин. Прошел берегом. Тишина. Кстати, вот эти лунки, которые сейчас бурить буду, там переставлю жерлицы, которые вот, ну видите, у меня поленье, как бы, грубо говоря. Попробуем берегом. Все-таки 2 бонуса с берега вышли, с травы. Это прям круто.
Соответственно, перестановочка не помешает, мне кажется. Жарличек пускай будет. Пускай она, ребятки, будет. По центру попробуем. Тут тоже, конечно, неохота мне разбуривать пятак, потому что тут и так затопило. Соответственно, тут еще сильнее затопит. Так, на дне. В общем, ребята, обошел жерлицы. Ну что, молчит пока наша идея. Ну, поеду на мелководье, пробовать там. Там как бы есть понимание, что там меляк. Там стоит окунь, кстати. Может, еще и крупный окунь хапанет. Ну, это опять же так. Понятно, что здесь тяжело искать, друзья. Здесь большое пространство. Аэродром это как бы, ну, не на реке, там коряга какая-нибудь. Давай ее облавливать. Понимаю, что там рыба стоит хищная. Здесь немножко по-другому. Ну и опять же ходить тяжело, блин. По воде этой. По каше идешь, блин. Ноги и так еле идут, блин. Тут еще вот так неудобно. Сейчас наборил лунки. Сейчас попробую переставиться немножко. То, что у меня мне не нравится. Попробую к берегу, там в траву, рядом с травой, рядышком те вот поставлю. Так, чисто. Что-то там ряд стоит. Так часто что-то поставил вчера. Не нравится немножко. В общем, погнали. От перестановки, говорит, слагаемых сумма не изменяется. А вот по жерлицам, ребята, и меняется. 100%. Попробуем берегом. Сорожка такая здесь матерая. Да, глубина. Раз, два, три. Практически такая же. Но вдруг... Так, ребятки, ну что, все, работу сделал здесь. Поеду к Васильевичу. Все-таки мы бандой приехали. Рыбу везу. Хороши. Хороши малышки, ребята. Живца открытым оставлю. Пускай дышит. Кислородик. 11 часов. Сработок нету. Эти все сработки были ночные, друзья. Просто могу сказать, по снегу все было заметено. Жерлицы. Так что вот как-то так. Поеду, ребята. Там начнем балансировать, пробовать на меляке. Перестановку сделал. Фух, побегал тут. Весь сырой, спотел, блин. Погнали. Опа, не понял. Сработка, ребята. Точно. Блин, этот край, охренеть, который вот две подряд. Которые две подряд, и получается следующая прямая начала работать. Вот это да. Сработка. Вроде сработка. Сейчас подъеду. Блин, этот край, что ли? Надо прямой, наверное, бить. Да, сработка, ребята. Но не край, чуть-чуть дальше. Чуть-чуть выход в центр бахнул. Аж флажок еле видно. Короче, все сырые, они такие загнутые, блин. Постоял. Подождал. Ну, видать, холостая. Да, холостая, друзья.
О. Аж вырвал как-то ее. Непонятно. Поменяем свежего. На этом экономить не стоит. Ну вот она что вымотала. Метр вымотала. Как-то ее протащила. Ребята, выход. Тот край щелкнул. Прям на глазах. Щучка вышла. А вот вам и прикол, ребята, который переставил ближе к берегу. Она и сработала. Пойдет, нет? Я ее перетащил оттуда вот. Что-то тут непонятно, ребята. Что у меня там еще залипло все. Что-то тут непонятно. Видать, тоже холостая. Видать, не крупная щука бодает. Блин, ну там, ребят, надо пробуриться. Не полениться, надо урануться. Сейчас все сниму, пробью дорогу и заброшу. Да, что, холост. Опа. А нет. Есть, ребята. Опа. Не крупная щура-гаечка. Вот так и знал. Вот я на ратлинг хочу тебя такую поймать. Стой, мать. Стой, 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 стой. Тебе повезло. Села батарейка. Как обычно. Ну вот. Ну, все же. Вот небольшую плотвичку поставим. Двойничок небольшой у меня здесь. Пускай небольшая. Вот и вичка гуляет. Ну вот так-то вон что, не пожадничала. Вон какую сорогу хапнула. Так, ладно, ребят, что, походу выход. Надо быстро поставить и попробовать. Лунки там набурены у меня с края. Попробовать все-таки ратлином пошеволить. А вдруг... Вот так на технике, ребята. Это делается все быстренько. Все, сейчас 3 штучки снял. Продолжу, если будет толк, делаю дальше. Так, ребят, ну что, продолжу. Посмотрим. В общем, как будто выход. 2 сработки сейчас холостые были. Ну как, одну мелкую поймали, отпустили. Попробую там возле берега. Все-таки я там думаю, что должна вот эта мелкая щука быть. Кстати, многие спрашивали, как 600-ка бегает по наледи. Сейчас вот вам покажу. Гребет, нормально гребет. Главное сильно не газовать, потихоньку, помаленьку. И самое приятное, что, ребят, чисто все, понимаете? Все вылетает. Вот я иду, вот все вылетает. Вот как бы в связи вот с этой широтой, как бы вот он держится на плаву. Узкая гусянка все-таки она быстрее зарывается и забивается. А тут нормально, мне устраивает. Доволен, в общем.
Поклевку, конечно, заснять, ребят, тяжело, потому что пленка заканчивается, плюс дождь, батарейки, конечно. Жалко технику в такую погоду, потому что все окисляется. Ну, дай бог. Сиканем. Хотя бы одну, ребят, хотя бы просто почувствовать, что за вообще делюга. Сейчас тут пару лунок и поеду к Сереге. Хорош. Время уже к обеду. Можно чайку попить. Что-нибудь перекусить. Опа! Ребята, есть! Че он так раскрутился-то? Есть! Сверху бомбануло и подвисло, короче. Ратлин, короче, не падать, не стал в воду обратно. Че, думаю, подвис? Зацепился, что ли, где-то? Есть, ребятки. Вот это кайф. Вот это круто. Все-таки я знал, что здесь вот эта мелкая щука есть. Ладно, извини, подруга. Фух. Короче, рассказываю, ребята. Ну, что вы понимаете. Блин, я крутить начал. Насмотрелся фильмов, блин. Понтуюсь тут. Ну, катушка же позволяет это делать. В общем, смотрите, ребят, как получилось. Нашел дно, получается, сделаю взмах, ратлин падает. Сделаю взмах, ратлин падает. Сделаю взмах, а ратлин вот так, короче, остановился, она его хапанула. Я не понял, думаю, резко провиси. Потом смотрю, бам, и отцоп есть. Фух. Вот это пойдет. Ну, хотя бы как-то так. Короче, значит, рабочий ратлин, ребят. Смотрите, вот такой. 70-ка, 16 грамм. Такой, как форелька. Отлично.